Северный Кавказ находится на прицеле федерального внимания. Это макрорегион, от которого ждут серьезного прорыва в рамках реализации национальных проектов. Эти ожидания могут и должны быть оправданы, потому что Северный Кавказ – это особая, уникальная территория России, способная стать флагманом в осуществлении стратегических государственных проектов. Полпред президента России в СКФО, поприветствовав всех, сразу же заявил, что придерживается исключительно открытого, предметного и предельно откровенного разговора с представителями власти регионов округа. Юрий Чайка рассказал о недавней встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, в ходе которой обсуждались важнейшие для Северокавказского федерального округа вопросы. Это и дорожное строительство, и вопросы экологии, топливно-энергетического комплекса и многие другие. Всего было затронуто около 20 тем. По всем направлениям даны соответствующие поручения, отдельные задачи уже решаются. Сразу после этого вступления полпред президента России в СКФО перешел к конкретным проблемам Ингушетии. О том, насколько объемная работа предстоит, говорят цифры. Уровень безработицы почти в 6 раз выше, чем в среднем по России. Задолженность по заработной плате по состоянию на февраль текущего года составила свыше 22 миллионов рублей в отношении более 600 человек. На учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями 906 детей-сирот, из которых за прошлый год обеспечены жилыми помещениями всего 32 человека. Из года в год увеличится задолженность на энергоносители. На 1 декабря 2019 года задолженность за электроэнергию составила 5,3 миллиарда рублей, за газ 7,6 миллиарда рублей. Количество объектов незавершенного строительства в регионе составляет 194 единицы. Объем вложений в эти объекты более 19,2 миллиарда рублей. Необходимо в кратчайшее время принять по ним решение либо достроить, либо законсервировать, либо сносить. Кроме того, по показателю строительства жилых домов отмечается снижение объемов на 14%. В целом неплохо обстоят дела в сельскохозяйственном секторе республики. Объем продукции сельскохозяйства за 2019 год составил 10,8 миллиарда рублей. Индекс производства продукции сельскохозяйства составил 100%. Завершается закладка интенсивного яблоневого сада ООО «Сад-гигант» Ингушетия на площади 1060 гектаров. Введены в эксплуатацию оптово-распределительный центр на 61 тысячу тонн единовременного хранения. Не секрет, что после формирования нового правительства Минкавказ был упразднен, а его полномочия переданы в Министерство экономического развития России. Так, о перспективных направлениях взаимодействия ведомства с субъектами СКФО на примере Ингушетии при реализации государственных и федерально-целевых программ рассказал Сергей Чеботарев, теперь в качестве замминистра экономического развития России. Отмечу, что за январь-декабрь ушедшего года на территории Северокавказского федерального округа реализовывались 26 государственных программ Российской Федерации. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных к реализации на территории макрорегиона, это в формате 26 госпрограмм, составил 150 миллиардов рублей. В том числе федеральный бюджет 132 миллиарда рублей, консолидированный бюджет субъектов 18 миллиардов рублей. Следует отметить, что за аналогичный период 2018 года на территории Северокавказского федерального округа также реализовывались 26 госпрограмм с предусмотренными бюджетными ассигнованиями в сумме 107 миллиардов рублей, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Стратегия развития Северокавказского федерального округа должна быть принята до конца этого года. Сергей Чеботарев подвел итоги работы за прошлый год и выразил недовольство тем, что средства, которые приходят в регион, не осваиваются и возвращаются в федеральный бюджет. С 2017 года в Ингушетии реализуются 6 инвестиционных проектов. Один был введен в эксплуатацию в 2018 году, 3 планируются в текущем, еще 2 в следующем году. Это берегоукрепительная работа на реке Синий Камень в населенном пункте Средней Очелуки Малгобекского района. По второму объекту, а это реконструкция берегоукрепительного сооружения на реке Асса в районе базы отдыха в селе Мужичи Сужинского района, остаток неиспользованных средств в 2019 году составляет около 7 миллионов рублей. И техническая готовность 75%. Еще одна важнейшая тема – это туризм. Для Ингушетии, для сегодняшней Ингушетии это актуальная тема, и мы видим, как развиваются туристические объекты. В рамках госпрограммы предусмотрены субсидии фонду «Посети Кавказ» в целях обеспечения реализации мероприятий, направленных на развитие туризма на территории СКФО.
в объеме 270 миллионов рублей. О социально-экономическом развитии Ингушетии рассказал Махмуд Али Калиматов. Республика – один из самых малых по территории и самых густонаселенных регионов страны, где на площади 3600 квадратных километров проживает 507 тысяч человек. Демографическая ситуация характеризуется низкой смертностью, высокой рождаемостью и продолжительностью жизни по стране свыше 82 лет. Макроэкономическим показателям последнего года отмечается положительная динамика. Рост валового регионального продукта, объем промышленного и сельскохозяйственного производства, строительных работ, товарооборота и других. В значительной степени развитию экономики способствует реализация поддержки федеральных институтов развития, ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе уже говорили, что строительство промышленного тепличного комплекса Сунджа, заводов по производству алюминиевого профиля, радиаторов отопления, развитие садов интенсивного типа. В планах на текущий год возобновление работы 11 простающих производственных предприятий. В этих целях ведется работа по привлечению инвестиционных средств. В рамках реализации национальных проектов в Ингушетии планируется ввести в эксплуатацию еще 95 соцобъектов. К 2025 году планируемая нагрузка на бюджет составит более 2,5 миллиардов рублей. Отказаться от строительства соцобъектов мы не можем. Сегодня регион находится на последних местах как по округу, так и в целом по стране по уровню обеспеченности социальной инфраструктурой, заявил глава Ингушетии. Несмотря на обозначенные проблемы, динамика роста ключевых отраслей показывает, что регион имеет большой потенциал, задействуя который мы сможем выйти на финансовую стабильность. В этой связи просил бы рассмотреть вопрос о оказании республики содействия реализации следующих приоритетных проектов. Обеспечение населения качественной питьевой водой и строительство систем водоотведения. Сегодня процент износа разводящих сетей водоснабжения составляет 66,5%, в связи с чем потери воды при транспортировке составляют до 20%. В рамках реализации указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года Ингушетия участвует в реализации 50 проектов из 67 федеральных, предусмотренных в 12 нацпроектах. О целях и задачах рассказал Владимир Сластенин. В 2019 году проводились мероприятия по строительству 20 детских садов на 4400 мест, предусматривающих ясельные группы. Из них в 2019 году введено в эксплуатацию 6 объектов на 1320 мест и 14 объектов, запланированных к вводу в 2020 году, что способствует значительному снижению напряженности нехватки детских мест в детских дошкольных учреждениях. Введены в эксплуатацию объекты спорта, что значительно улучшило инфраструктуру спортивных сооружений и создало дополнительные условия для занятий спортом. Своевременно завершено благоустройство 47 общественных территорий в муниципальных образованиях. В 2019 году в полном объеме достигнуты установленные показатели национального проекта здравоохранения. Введены в строй 84 единицы современного оборудования в детских больницах, в детских поликлинических отделениях, сердечно-сосудистом и онкологическом центрах. Завершено строительство школы на 700 мест в городе Магаз. Продолжает строительство 5 объектов общего образования на 3130 мест с завершением в 2020 году, что улучшит ситуацию с обеспеченностью местами в общеобразовательных учреждениях. Открыто 17 центров дополнительного образования, а также в 33 школах созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Также на совещании выступил представитель Сбербанка с предложением создать проектный офис в регионе и сформировать конструктор решений, исходя из целей национальных проектов и утвержденных стратегий социально-экономического развития. Проектные офисы успешно действуют в других регионах округа. Сразу после выступлений глава Ингушетии и председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации экономики и реализации приоритетных бизнес-проектов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности республики. В завершении совещания Юрий Чайка отметил, что готов оказывать помощь и заявил о необходимости проводить совместную работу честно и профессионально. К слову, это первый рабочий визит и первая Северокавказская республика, которую посетил полпред. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.